Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Нам нужны с опытом работы. В Дальневосточном федеральном округе отмечается острая потребность в кадрах. Осторожно, кровно заработанные. Жители Якутии лишились более 235 миллионов рублей. Пышный и праздничный 2022. В будущем году в районах и городах Якутии пройдут юбилейные мероприятия в честь 85-летия первого президента республики Михаила Николаева. Потребность в кадрах в Дальневосточном федеральном округе в ближайшие 5 лет с учетом запустившихся проектов оценивается более чем в 110 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов. Он отметил, что на острове Русский создан инновационный научно-технологический центр в соответствии с решениями президента, и правительство запустился целый ряд крупных проектов. Также замминистра добавил, что необходимо повышать качество подготовки специалистов. Для этого в регион будут привлекать экспертов из ведущих учебных заведений страны. В Якутске обсудили реализацию проекта социального воздействия в сфере социального обслуживания, который пройдет под руководством вице-премьера Ольги Балабкиной. В работе проектного комитета приняли участие профильные организации, в том числе и Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов. Ольга Балабкина напомнила о том, что накануне в столице состоялось открытие отделения сопровождаемого проживания граждан с ментальными нарушениями. Новый проект должен кардинально изменить жизнь пациентов. Социальный проект реализуется Министерством труда и социального развития региона, а также Госкорпорацией развития web.рф. В новом помещении проведен ремонт, закуплена мебель и соответствующее оборудование. С 1 августа по 1 сентября в течение месяца у нас происходил заезд социальных бенефициаров, которые на данный момент все проживают уже в этих помещениях. Здесь проходит такой кризисный этап, адаптационный этап наших ребят. И опросы, анкетирование их показывает, что они удовлетворены теми условиями, в которых они оказались, учитывая, что мы работаем с особой категорией, да, здесь может быть и наличие какого-то комфорта, не быть там главным признаком удовлетворенности. Мирнинцы, страдающие катарактой, получили возможность вернуть четкое зрение за 15 минут. На этой неделе с жителями алмазной столицы работают республиканские врачи. Бригада офтальмологов проводит бесплатные операции. В одном зале одновременно оперируют нескольких пациентов. Оборудование бригада привезла с собой. В Мирном такого нет. Избавить человека от катаракты можно только хирургическим путем. Родной помутневший хрусталик удаляют, имплантируют искусственную линзу. Все это специалисты делают по последней методике через 2-миллиметровый разрез. Для пациента процедура проходит безболезненно, реабилитация занимает 1 день. За 2 дня офтальмологи прооперировали 54 человека. Некоторых пациентов со сложными диагнозами уже приглашаем себя в клинику для проведения операции на базе республиканской больницы в стационарных условиях. В будущем мы должны заключить договор еще и, возможно, филиал откроем на базе Центральной районной больницы Мирнинска. Более 235 миллионов рублей лишились жители Якутии в результате общения с дистанционными мошенниками. По статистике МВД региона, в 60% случаев жертвами этих мошенников являются женщины. Схемы их мошеннических действий бывают разные. По мере привыкания населения к одному из них придумываются новые. От представления банковскими сотрудниками до быстрого заработка на биржевых площадках. При этом по мере привыкания населения к одному из видов обмана придумываются новые, и обезопасить себя от них можно только в случае, если не разговаривать с ними и не сообщать им свои личные данные. За 9 месяцев текущего года на территории Якутии зарегистрировано 2232 преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий ущерб от совершенных в отношении жителей республики дистанционных хищений превысил более 234 миллионов рублей. При этом за аналогичный период прошлого года сумма ущерба составила более 115 миллионов рублей. Наибольший рост отмечается в городе Якутске, в Мирнинском, Ленском, Алданском, Вилюйском, Хангаласском, Мегенхангаласском, Тампонском и Нанском районах. Анализ преступлений показывает, что наиболее подверженными дистанционным хищениям являются лица, относящиеся к возрастной группе от 30 до 49 лет.
Всероссийская перепись населения стартовала во всех регионах страны. Впервые в истории мероприятие пройдет в том числе и в онлайн-формате. Специальная электронная форма появилась на портале государственных услуг. Заполнить переписной лист можно на 10 языках, в том числе и на якутском. Всего нужно будет ответить на 33 вопроса. Пройти онлайн-перепись можно будет до 8 ноября. Не успевшие же могут отметиться в стационарных переписных участках, организованных в офисах МФЦ, в зданиях Почты России и на кассах энергосбыта. Более того, с 18 октября по 14 ноября по домам будут ходить специально обученные переписчики. В проведении переписи задействован переписной персонал полевого уровня, так сказать. Это те, которые работают на местах. Это контролеры и переписчики. Порядка 2000 человек выходят с 15 числа на работу в поле работать. Никаких документов переписчик у жителей спрашивать не будет, не имеет права и не будет этого делать. Точно так же, как и фамилию, имя, отчество. В Якутске прошел республиканский форум «Судьба моя Якутия» о памяти государственного и общественного деятеля Владимира Членова. Программа включала в себя ряд мероприятий, посвященных развитию транспортной инфраструктуры и связи, а также его трудам и идеям. Тему продолжит Власий Сергеев. Программу форума открыла медиавыставка, посвященная жизни, трудовой и общественной деятельности Владимира Членова. На стендах были представлены многочисленные награды, а также проекты деятеля, внесшие весомый вклад в развитие транспорта и связи в республике. Сегодня тот современный облик республики как раз-таки зарождался и сформирован благодаря тем решениям, которые были предложены и решались членом Владимиром Михайловичем. Это и строительство железной дороги до Нижнего Бесяха, это и сегодня активно развивающиеся федеральные автомобильные дороги, это та же реконструкция наших аэропортов. Владимир Членов ушел из жизни в январе текущего года. Он являлся президентом Торгово-промышленной палаты республики, а также членом правления и президиума Торгово-промышленной палаты России. Одним из главных достижений в его работе коллеги и друзья отмечают вклад в становление и развитие Северного завоза. Вот когда он возглавил с 92 года совершенно новое министерство, Министерство материальных ресурсов, торговли, транспорта и связи, средств не было никаких, транспортные связи были разрушены. Благодаря его таким действиям на федеральном уровне, на уровне республики решались такие очень сложные вопросы именно по завозу. Также значимый вклад Владимир Михайлович внес в развитие авиаперевозок внутри республики. В годы его работы на должности министра транспорта наш регион первым стал реализовывать ряд социально значимых проектов. Были проекты, в которых республика была пионером, пилотным проектом. Это субсидирование авиаперевозок, которое началось с 2002 года по социально значимым внутриобластным маршрутам. Потом уже другие регионы переняли этот опыт. Ну и опыт создания первого казенного предприятия в Российской Федерации, федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера». За усердный труд и преданность своему делу Владимиру Членову были присуждены звания заслуженного работника народного хозяйства республики, академика Международной академии связи, почетного работника транспорта и почетного полярника России, а также множество наград и знаков отличия. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. Дюбсюнский род Афанасьевых в истории Якутии. Именно так называется новая книга Анны Маякуновой, которую презентовали на онлайн-площадке Национальной библиотеки. Книга посвящена изучению микроистории на примере знаменитых родов Дюбсюнской земли. По словам автора, это издание – попытка реконструировать генеалогии 3 семей – Афанасьевых, Неустроевых и Белолюбских. Примечательно, что родословное древо основано на ревийских сказках, то есть восстановление биографии большого рода начинается с 1768 года и продолжается до первой половины 20 века. Эти материалы были изучены в национальных архивах Якутии, Пензы, Томска и Петербургском филиале Малой академии наук. По словам экспертов, на основании работы Анны Маякуновой можно изучить историю Якутии и воспитать будущую элиту республики. Сегодня получили достаточно такую хорошую, не побоюсь сказать этого слова, работу, которая посвящена реконструкции генеалогического древа
рода Афанасьевых, Неустроевых, Белолюбских. Ну и отдельно и восстанавливала биографические истории семьи Петра Алексеевича Афанасьева, Алексея Петровича Афанасьева, Михаила Алексеевича Афанасьева. Вообще это очень интересная семья. Достаточно прочитать книгу и окунуться во всю эту историю формирования дореволюционной интеллигенции. В Ленске появилась новая точка роста. Проводить различные опыты в современных лабораториях теперь могут и ученики школы номер 4 города Ленск. В этом году кабинеты естественных наук были оснащены современным оборудованием в рамках реализации федерального проекта «Точка роста». Своими глазами увидела все Анна Кожевникова. Проводить исследования не только окружающей среды, но и организма человека теперь могут в школе номер 4. Здесь в рамках федерального проекта «Точка роста» закуплено оборудование для классов химии, физики и биологии. Теперь 4-я школа может похвастаться редкими цифровыми лабораториями по биологии, экологии и нейротехнологии. У учащихся будет такая возможность регистрировать, обрабатывать и анализировать биосигналы человека. Это мышечная активность, как работает наше сердце, пульс, электрокардиограмма, электроэнцефалограмма. Почти как в больнице. Также ученики смогут исследовать фотосинтез растений и проводить анализ почвы по биологии, устанавливать уровень шума, влажности, освещенности территории, мутность воды и другое. А на уроках химии с помощью реактивов ставить опыты. Вот именно в кабинете химии «Точка роста» идет цель на развитие практических умений, навыков, самостоятельной экспериментальной, исследовательской деятельности. Предполагается проведение внеурочной деятельности в 9 классе и в 8. Дети с удовольствием посещают уроки в обновленных кабинетах. Новое оборудование в кабинетах и, в принципе, ремонт очень помогает лучше узнавать темы. И, в принципе, лабораторная работа стала проводить гораздо удобнее с новым оборудованием. Ну а физики теперь без проблем могут определить температурный коэффициент сопротивления металлов, изучить движение связанных тел, отследить движение заряженной частицы в электрическом поле. Как отмечает директор школы, кабинеты с таким современным оснащением не только способствуют более углубленному изучению естественных наук, но и помогут ученикам выбрать будущую профессию. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В 2022 году в районах и городах Якутии пройдут юбилейные мероприятия в честь 85-летия первого президента республики Михаила Николаева. Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в Актемском наследии Орджоникидзевского района Якутской автономии. Окончил Омский государственный ветеринарный институт, высшую партийную школу при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза. В 1991 году 20 декабря был избран первым президентом Якутии. В 1996 году переизбран на 2-й срок. В настоящий момент Николаев является государственным советником республики. На этом пока вся информация о развитии событий смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.